Вроде вот молодая часть учителей, они уже знают, стараемся до сих пор общаться, интересно изучить сферу медиа. Многие начали говорить: ой, у тебя хорошо получается, не теоретические знания на практике. Меня зовут Гульзат, мне 26 лет. Люблю путешествовать по Кыргызстану. Мне было очень интересно изучить сферу медиа. С 2017 года я зарегистрирована в Инстаграм, и я писала свои мини-посты, тексты, и многие начали говорить: ой, у тебя хорошо получается, развивайся в этой сфере. И было интересно не только вот тексты писать, да, а как-то научиться другим инструментам тоже, как продвигать, как других уже обучать этому. И я не знала, что такое новые медиа, и мне было интересно узнать. А название проекта как раз говорило, что будь в медиа, в новом медиа. Да, очень классно, что у нас была возможность применить теоретические знания на практике. Мы с моей сокомандницей Эленур мы реализовали проект «Пенсионет». Вначале он назывался «Пенсионет», потом мы его преобразовали и назвали «Медиабилим», так как нашим участникам мы их обучали медиаграмотности. Идея была такая, что мы хотели обучить старшее поколение, 50+. Это вот поколение моих родителей, мои тети, дяди и некоторые мои коллеги. Они постоянно просили: ой, а покажи, как это делать, там приносили свой телефон, покажи, как это делать, как это работает. Ну, я вот показывала, учила. И я посмотрела, что другие молодые люди не так охотно хотят обучить, они такие: ой, даже это что ли не знаешь, да, как-то не такие отзывчивые. И хотелось помочь, но находить пенсионеров и собирать в одном месте было тяжелее. Поэтому наша менторка в рамках этого проекта, она подсказала, что лучше направить этот проект на учителей. Мы вот в Джалабаде и в Аше нашли 2 школы, и учителям этих школ проводили тренинги по медиаграмотности. Учителя были разного возраста, да, начиная от 25 и до 60 лет, поэтому проводить тренинг по медиаграмотности было как-то не так легко, потому что вроде вот молодая часть учителей, они уже знают то, что я хочу им обучить, но все-таки большинство, больше 50% учителей, они не знали. И потом в самом конце, когда они давали обратную связь, молодые учителя тоже сказали, что даже если они учителя информатики, что они молодые, даже они смогли для себя получше узнать. В нашей программе мы обучали их соцсетям, как пользоваться, и какие-то инструменты учителям показывали. Мы хорошо разобрали соцсети, как Telegram и WhatsApp, потому что вот в Телеграме можно проводить даже уроки, там в группах можно опросы делать, тесты проводить. Я вот их учила, как мини-экзамены даже оттуда принимать. Многие учителя сказали, что будут использовать опросники теперь при проведении уроков. Особенно учительнице истории это очень понравилось, потому что когда опросники делаешь и год пишешь, что ученики, и там сразу выходит, например, правильный ответ. И это, мне кажется, классно, когда ты выбираешь и выходит правильный ответ, и ученики тоже быстро запоминают это. Научили их создавать почты. В наше время это очень важно, да, обмениваться друг с другом информацией. Научили их подключаться к Zoom, самим создавать эти конференции между собой, чтобы они могли организовывать какие-то конференции. И после офлайн части мы еще проводили онлайн-уроки. Как раз мы научили их пользоваться приложением Zoom, Google Meets, и потом мы уже на этих платформах онлайн проводили уроки. У нас был Ош и Джалабад, 2 села, выбрали из Ошской Джалабадской области. Было, в общем, 35 участников из 2 школ. Да, действительно, онлайн работать было сложно, коммуницировать. Также интернет иногда плохо работал. Вот, непосредственно, когда я находилась в селе, а моя сокомандница в Бишкеке, потом мы проводили во время офлайн тренинга, у нас была онлайн-часть, Zoom, где Эленур должна была онлайн-часть преподавать. Вот тут уже были тоже сложности из-за интернета. Да, безусловно, много полезных навыков мы получили. Я впервые писала вот эту грантовую заявку, мы
оформляли текст, его несколько раз переделывали. Классно, что у нас был ментор, она нас направляла в правильном направлении. И потом вся организационная часть тоже старались сами все делать, финансовые отчеты, пробовать себя как тренера, собирать аудиторию, участников набирать. И самое приятное, мне понравилось вручать сертификаты, какая-то вот официальная часть закрытия, проводить кофе-брейки, а потом уже онлайн-тренинги. Все, абсолютно все для меня было новое, и мне очень понравилось. Медиаграмотность — это умение перепроверить, это умение исследовать и какую-то информацию, да, использовать ее правильно. Критическое мышление — это вот ставить что-то под сомнение, стараться смотреть как минимум с двух сторон, посмотреть и плюсы, и минусы, и потом уже делать выводы какие-то. Больше всего я очень рада, что приобрела свою команду. Я вот очень полюбила свою сокомандницу Элеонор. И наша менторка Жазгуль. Недавно мы случайно втроем встретились в городе, и это было очень приятно. Стараемся до сих пор общаться. И также вот организаторы. Удалось поработать с сотрудниками Юзофош. Я побывала в Аше, в Джалабаде, встретила новых людей, вот с учителями появилась связь. У нас есть своя группа с учителями, вот, и тоже продолжаем общаться. Я стараюсь какой-то информацией делиться в рамках медиаграмотности, не только какие-то возможности. Они просили отправлять, если какие-то конкурсы будут для учеников, тоже вот стараюсь делиться, отправлять. Да, я довольна своей работой, не знаю, как другие оценят. Учителя, в конце я Google форму создала, чтобы туда обратную связь написали, они у меня все сохранены. Большинству участников им очень понравилось, они написали слова благодарности, пожелали успехов. И они еще написали: научите нас еще этому и этому, то есть у них появилось желание не то чтобы изучить это и все, попрощаться, а они хотели еще больше и больше общаться. Попросили, чтобы я еще и других молодых ребят приводила им, чтобы проводили им на другие темы тренинги тоже. Они очень загорелись. Вот в Джалабаде, в селе, в котором я проводила тренинг, они сказали, что это впервые проводится в таком масштабе тренинг, чтобы там кофе-брейки и какие-то большой тренинг, чтобы так внимание уделяли каждому участнику. Да, у нас есть телеграм-группы. Я проводила тренинг в 2 школах, у нас есть 2 группы, с Ошской командой и с Джалабадской. На данный момент я просто делюсь информацией, которую где-то вычитала про медиаграмотность, вот, стараюсь делиться. Но на будущее хотелось бы как минимум онлайн-часть наших этих встреч продолжить, потому что мы обещали научить их, как делать презентации, как пользоваться Canva. Вот, хотелось бы как минимум вот эти Canva научить пользоваться. Может, я не конкретно сама, а вот других тренеров мы попросим тоже, чтобы как тренер выступили и обучили их. Желаю пробовать что-то новое, а если нашли, то вот развивайтесь в этом. Мне понравилась вот эта фраза, сама недавно услышала: разрешите себе быть новичком в каком-то деле. Если не получается, то пробовать, не сдаваться и просто поддерживать себя.